Уважаемые жители республики, Бурыт, Дона Йортис, добрый вечер, дорогие друзья. В завершении рабочей недели расскажу о том, что с сегодняшнего дня началась перепись во всей стране. Расскажу о Дне Отца, который мы будем праздновать в это воскресенье, и, как обычно, об эпид-ситуации. Итак, о переписи. Сегодня, 15 октября, в Российской Федерации началась перепись населения. Продлится она до 14 ноября. При этом можно, учитывая, что все-таки сейчас повышенный уровень заболеваемости, пандемия, и ковид, и ОРВИ, мы создали все условия для наших волонтеров-переписчиков, а их у нас 1580 человек, условия безопасной переписи. Они будут обязательно иметь все средства индивидуальной защиты, но для того, чтобы они все-таки дополнительно не получали заражения, мы будем давать им те адреса, по которым у нас есть активы по ковиду или по ОРВИ, то есть чтобы в эти адреса они пока не заходили. В связи с этим два способа. Первый способ, как я сказал, это приходит переписчик и делает перепись, производит перепись. А второй – это через портал госуслуг, когда вы сами, заходя на портал госуслуг, заполняете бланк переписи и получаете в результате заполнения QR-код, который можете предъявить уже переписчику, если он позвонит или подойдет, о том, что вы уже перепись прошли. Для чего нужна перепись? Ну, во-первых, мы и в республике, в первую очередь, и в стране должны понимать по структуре населения, сколько у нас пожилых людей, сколько у нас мужчин, женщин, сколько из них женщин в детородном возрасте, сколько детей. И это очень важно для того, чтобы мы могли рассчитывать все параметры, и социальные параметры, и бюджетные параметры, и тарифы, и так далее, и так далее. То есть на самом деле вот такая статистика, она очень важна именно для планирования. Ну и знать развитие, допустим, знать, сколько у нас соотношение мужчин и женщин, чтобы понимать все-таки, насколько мы можем в перспективе улучшать демографическую ситуацию, да, либо мы должны закладывать большие расходы на социализацию и на социальные нужды пожилым людям. То есть перепись крайне важна именно для планирования, для экономического планирования. Ну и на самом деле это действительно такой фундамент, который может использовать и Министерство финансов России, ну и Министерство финансов любого субъекта, с тем, чтобы доказывать, что такие расходы для вот такого субъекта в какой-то частности нужны. Ну, я напомню, что вот на госпортале, в отличие от переписи, когда очно может прийти переписчик, можно провести регистрацию и заполнить ноябрьский лист только до 8 ноября. Вот это нужно понимать. До 14 ноября идет перепись очная, а до 8 ноября можно вот через госпортал. Ну вот по переписи, думаю, что это вся информация. Нужно, конечно, активно участвовать в переписи. Повторяю, это нам с вами нужно для того, чтобы дальше планировать свою жизнь и свою деятельность. В этот выходной впервые в России будет отмечаться День Отца. Указ об этом подписал президент страны 4 октября этого года. 3 воскресенье октября – это День Отца. Ну, на самом деле, вот я как отец, многодетный отец, хочу сказать, что это, конечно, очень важно, чтобы День отцовства был, чтобы это был официальный действительно праздник. И не потому, что это еще какой-то дополнительный праздник, а это все-таки подтверждение, что семья и отец в семье – это очень важная составляющая. И вот у нас на самом деле сегодня многодетных семей в республике, ну я считаю, что много, но на этом останавливаться не нужно. У нас более 11 тысяч многодетных семей, как вы знаете, многодетная семья – это 3 и более ребенка. Вот
И я постоянно на встречах, при проведении каких-то совещаний всегда говорю, что нам нужно улучшать демографию, нам нужно больше и больше рожать детей. И встречаясь с населением на встречах в населенных пунктах, очно, мне все время, в прошлом году особенно, задавали многодетные семьи вопрос: ну хорошо, вот вы призываете к тому, чтобы как можно больше рожать детей. А как республика реально готова помогать, ну, например, да, вот 9 и более детей. У нас таких семей на самом деле не так много в республике, всего лишь 10. Но как, тем не менее, в прошлом году в Инте вот такая мама многодетная, причем это дети должны быть до 18 лет, говорит: вот как, у меня вот 9 детей, 10-м беременна, а живу в 4-комнатной квартире с мужем, вот как можно 12 людям, 12 человекам жить в 4-комнатной квартире? Конечно, ответ: очень сложно жить. И поэтому мы в течение года совместно с правительством по инициативе после встречи с многодетными родителями при поддержке Госсовета уже с этого года мы впервые в республике ввели единовременную финансовую помощь семьям 9 и более детей до 18 лет, единовременную помощь для приобретения или строительства жилого дома. Чтобы у каждого ребенка была своя комната, чтобы была большая кают-компания или большая столовая, где можно собраться за одним столом, чтобы дети утром не стояли в очередь в туалет, единственный, да, в 4-комнатной квартире, чтобы каждая комната имела санузел, душ, чтобы дети и родители понимали, что о них действительно заботятся и всячески помогают. Вот с этого года, повторяю, мы семьям 9 и более детей обеспечили финансированием для того, чтобы они могли получить вот эту единовременную помощь финансовую и приобрести дом или его построить. Но мы на этом не останавливаемся. На 2022 год мы заложили средства на семьи 8 детей и соответственно, более, для того, чтобы в 2022 году решить эту проблему. Далее на 2023 год у нас стоят семьи от 6 детей, соответственно, до 8. И на 2024 год самая большая категория – это 5 детей и более. Вот тем самым мы действительно впервые в республике пошли навстречу для того, чтобы популяризировать институт семьи, для того, чтобы у родителей, которые имеют, например, 4 ребенка, да, было желание действительно, чтобы родился 5-й ребенок и 6-й, потому что семья реально получит средства на строительство или приобретение жилого дома. Еще один аспект тоже для многодетных семей. Тоже на встрече одна из мам сказала: нет возможности вывести, у нее 8 детей, она говорит: вот я не могу, допустим, вывести всю семью одновременно, например, в Сыктывкар, в театр или куда-то на какое-то представление, потому что это нужно покупать там такое вот количество билетов, не всегда это бывает в одном автобусе или в одной там маршрутке. И мы с этого года, повторяю, тоже заложили такую норму и предоставляем 1,2 миллиона рублей единовременно на приобретение автотранспорта для семей, многодетных семей. И в этом году уже на 1 октября 8 таких семей многодетных уже эту единовременную помощь в размере 1,2 миллиона уже получили. Поэтому считаю, что, конечно, мы очень серьезно впервые пошли навстречу многодетным семьям для того, чтобы все, кто еще стал многодетный, но вот не дорожал до 5 и более детей, чтобы у них была потенция, желание действительно стать многодетными по-настоящему, 5 и более, и реализовать возможность, которую мы в республике предоставили для приобретения или строительства жилого дома. Ну и, конечно, поздравляю всех представителей, я же не могу сказать сильного, я хочу сказать, поздравляю всех пап,
с Днем Отца, но абсолютно всегда подчеркиваю, что счастливая семья – это папа, мама и ребятки, и детки. Поэтому всем папам отцовского счастья и реализации. Вот очень многие папы мечтают реализовать какие-то несбывшиеся желания, несбывшиеся мечты, образования в своих детках. Вот чтобы действительно это реализовалось, чтобы наши дети были успешнее нас, чтобы они были образованнее нас, чтобы наши мечты реализовались в наших ребятишках. Ну и, конечно, взаимопонимание и счастье. Вот в семьях, где папа, мама и дети, и не зря говорится, что когда все вместе, то и душа на месте. Вот чтобы у всех душа была на месте. И об эпидобстановке. За сутки выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом. Мы опять начали расти. Вчера было 267. И вот я обещал вам каждый день давать статистику по заболевшим вновь. Среди них сколько было привитых. Вот буду давать каждый день на прошлые сутки. Вот вчера у нас заболело 267 человек коронавирусом вновь. Так вот, среди 267 человек привитых было всего 12 человек. Да? То есть, или там, заболевших из 267 12 привитых, остальные не привитые. Причем вот эти 12 привитых – это амбулаторное течение, то есть это легкое течение заболевания. Я уже говорил о том, что может заболеть привитой, но переболевает, как правило, легко. Поэтому это еще один еще стимул или повод для того, чтобы все-таки пойти и прививаться. Теперь по городам ничего не поменялось. То же самое Сыктывкар, Ухта, Усинск, Усть-Вым и Воркута. 85, 56, 18 Усинск и Усть-Вым, и Воркута 15 вновь заболевших. По развернутым койкам мы пока не добавляем, 2509 коек, занятых коек 2026. И я вам тоже говорил, что каждый день буду говорить по умершим. Вот на сегодняшний день у нас умерших 6 человек, а за прошлые сутки умерших было 15. Так вот, из этих 15 ни один был не привит. Это еще одно такое, я считаю, что абсолютно четкое доказательство о том, что все-таки нужно прививаться, потому что умирают непривитые люди. И я уже говорил, что буду говорить и общую траурную такую статистику. Да, у нас на сегодняшний день умерло 1878 человек. Вот чтобы не пополнить ряды, к сожалению, умерших от ковида, конечно, надо прививаться. На сегодняшний день у нас завершили вакцинацию, за что совершенно точно спасибо и за понимание, 262 321 человек. Ну и хочу сказать, что вакцин у нас продолжает быть очень достаточно большое количество, более 155 тысяч доз, поэтому никакой проблемы с вакцинацией в части вакцины или кабинетов, где проходит вакцинация, нет. Поэтому приходите и вакцинируйтесь. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день это вся информация. В субботу-воскресенье попытаюсь рассказать вам, как проходят выходные дни. Постараюсь записать какие-то такие личные аккаунты, выложить, вернее, в личные аккаунты то, как будет проходить суббота-воскресенье. Всего вам самого доброго. Обязательно соблюдайте масочный режим, берегите себя и своих близких. До следующей встречи.